Друзья, многие запутались в том, что сейчас происходит. В этом круговороте событий, которые меняются так стремительно каждый день, можно даже сказать каждый час. Давайте я вам расскажу свою точку зрения, потому что происходит сейчас в мире. Итак, Москва думала, что Трамп это ее шанс. На самом деле Трамп это ее приговор. Дональд Трамп не просто изменил американскую внешнюю политику, он поставил Европу перед жестким, но неизбежным выбором. Десятилетиями США обеспечивали безопасность Запада, пока европейские страны жили в мире и процветании, не вкладываясь в оборону. НАТО было гарантией их спокойствия, но кто платил за эту гарантию? Америка. Теперь это закончилось. То, что делает Трамп, не слабость, а ультиматум. Америка больше не будет охранником, который бесплатно защищает Европу, пока та заигрывает с Россией, Ираном и Китаем. Европа привыкла к тому, что США тянут на себе ее безопасность, а она в это время ведет бизнес с Москвой и Тегераном, выстраивая стратегическую автономию и читает Америке лекции о морали. Теперь ей придется платить не словами, а деньгами, оружием и реальной военной мощью. Речь идет не просто о НАТО. Трамп предложил Европе поднять военные расходы до 5% от ВВП. Это приблизительно 1 триллион долларов в год. Эти деньги должны пойти на закупку вооружений, прежде всего американских. Что это значит? Это значит, что Трамп не оставляет Европу без защиты, а наоборот заставляет ее вооружиться до зубов. Он требует от Европы перестать быть иждивенцем и стать полноценной военной силой. Британия, Польша, страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония и США до сих пор тащили на себе основную помощь Украине. Теперь настало время, чтобы Франция, Германия и весь ЕС не просто выражали поддержку, а реально включились в борьбу. Зеленский уже сказал, Европе нужны единые вооруженные силы. Это не просто идея, теперь это необходимость. Германия годами боялась стать военной державой. Франция говорила о стратегической автономии, но ничего не делала. Теперь они вынуждены будут занять позицию, либо взять на себя лидерство, либо уступить его Британии, Польше и странам Балтии, которые готовы строить новую европейскую силу. Путин проиграл еще до того, как понял это. Россия надеялась, что Америка ослабнет, что Трамп свернет поддержку Украины, что Запад развалится. Москва надеялась, что Америка устала. Но теперь вместо одного врага у России будут целый военный гигант, собранный из всех европейских стран. Путин хотел ослабить Запад. Он получит Запад, который наконец-то готов будет драться. И если Европа сделает все, как предлагает Трамп, российская армия будет стерта в порошок. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, Германия, 15 февраля 2025 года.